Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Насчет это женское обрезание, мне такая мысль пришла. Я хотела это вопрос задавать, это кто смотрит мне из Дагестана. Потому что в Ютубе я смотрела, что в Дагестане якобы делают это девочкам обрезание. У меня есть однокурсница из Дагестана, со мной она училась здесь это в медицинском колледже, а я у нее спрашивала, она говорит, нет, она говорит, у нас нету, она говорит, в городе я живу, может быть, где-то в селе, это деревня, далеко, говорит, где-то они делают, не знаю, не слышала, она говорит. Поэтому я прошу, это такая просьба, если кто смотрит меня из Дагестана, откликните, пожалуйста, пишите в комментарии, что э, у вас это какое обрезание это делает, какая, они, это какой вид это, они как это, э, клитор, какая они это отрежут чуть-чуть, или как это маленькие губы тоже они как это отрежут, и большие, потом зашивают, как фараонское это у вас идет обрезание, или какое обрезание у вас? Мне это интересует, это один, это во-первых. Во-вторых, еще отвечать на вопрос, откуда к вам пришла вот такая обрезание, потому что где стран мир, исламский мир, да, исламская община, нет у нас обрезания для девочек. Я отвечаю за Таджикистан, за Узбекистан, за Казахстан. Нет у нас обрезаний для девочек. Еще жду ответа, да, из люди из Дагестана. Еще кто меня смотрит из Туркменистана, Киргизия, тоже пишите в комментарии, у вас есть обрезание? Слышу, что у вас есть обрезание для девочек. Я Киргизия не было, Туркмении мы только на автобус, когда ехали в хадж, это как это ездили, ну, проехали, то есть ни с кем не общалась в Туркмении. А вот в Иране нету обрезания, это в Ираке нету. Мы через Иран, Ирак ездили в хадж. 2001 год на автобус мы ездили в Таджикистан, Узбекистан, это Румыния, Иран, Ирак и Саудия. В Иран, в Ирак я спрашивала, у них нету обрезания. В Саудовской Аравии тоже нету. Ну, это на Кавказе тоже нету. Я в Чечне я жила, Чечне, Ингуши нету тоже обрезания. Вот в Дагестане тоже спрашивала, нету. А в Ютубе она, девочка, говорит, что мне сделали, говорит, обрезание, я свою дочку тоже сделаю. Какой ужас. Откуда они взяли это все это, всякие чушь. Потом они вот такие они берут, откуда это непонятно. Они как это свои, это вонючие, это придумание, это правила, это обычаи, да. Потом они сваливают это, как это, на ислам, религия ислам, как они хотят спачкать. Поэтому я хочу разбираться, откуда к ним пришли. Я сейчас собираю эту всю информацию, доставляю. Потом я сделаю отдельный ролик, это, что не было обрезаний, не было никогда. Ни во время пророка, ни во время сподвижника, ни до нашей эры не было никогда, как люди, как это, нежели как это, до нашей эры. Динозавры, всякие животные жили, да? А после нашей эры вот это фараон, он как приказ, это, как это приказ, он принял и сказал, что отрезать женщину, зашивайте, что узнать, что кто это мальчик рожает. Потому что историки сказали, что появляется мальчик это на свете, да, это пророк, он будет это убивать тебя, он будет твой, как это, твой враг. Поэтому он такой это приказ, как это принял. А так, кроме этого, в истории нигде нету, что женщину где-то обрезали или как это зашивали. Нету, не было во время пророка, во время сподвижника. Настолько у меня информации нету. А еще я еще собираю информацию, что где написано, придумано, вот как в Дагестане они делают. А в африканской этой стране, я в Судане училась, там тоже в городе, не делают некоторые. Со мной была девочка, она в общежитии жила, суданка. Она мне сказала, что я не обрезанная девочка, пожалуйста, никому не говори. Если они знают, они на меня не женятся. А у нее, оказывается, папа врач, он сказал, если кто трогает мои дочки, я убью этого человека. Эта девочка была не обрезанная, она суданка. А в Судане было вот это обрезание, вот это фараонское. В 1997 году это президент Судан принял это приказ, что запрещается, уже запретили это обрезание, потому что они много мучили женщин, они как это, много инфекций, как это, извините, инфекционные заболевания такие, они заболели, это как это, от этот несчастный, как это, фараонское это обрезание.
Вот, даже они нас попросили, что идите, как это сделать, конференция, наши вот эти студенты из СССР, да, они просили, что мы конференцию как сделали, и вышли на трибуну, и вызывали вот эту женщину, которой они занимаются, а еще, они еще домашние условия, они как обрезание делают в Африке, представьте себе, они еще просили нас, студенты из бывшего Советского Союза, да, что мы конференции, как всех мероприятий, все эти информации мы собрали, и они как собрали их это в зале, что мне объяснили, что в исламе нету, откуда вы это, как это вы взяли, что мусульмане должны обрезать. И что они над нас издевались, что якобы вы это ненормальные, не как это непорядочные девочки, которые не обрезаны. Я говорю, да, прямо уж вы порядочные, а мы непорядочные, я сказала им. Я сказала, я 5 лет здесь жила в Судане, говорю, иди спрашивайте учителя, студенты, кто меня с кем-то видела, как непорядочный, как это было. Наоборот, мне вот этот учитель сказал, что если все Таджикистана привезешь это документы, мы принимаем за того, что мы видели 5 лет, как ты учила, как ты себя вела. Вот. Я им сказала, девчонкам, которые сказали, что вы это не обрезали, вы как это с кем хотите гуляйте. Я говорю, думай сначала, потом говори. Типа, обрезание они нормальные, порядочные, а не обрезание нормальные. Я говорю, ты больше ничего не хочешь сказать? Я говорю, Аллаха не боишься такие вещи говоришь? Вот так они еще думали о необрезанной девочке. Вот эта девочка тоже из Дагестана, в Ютубе смотрела, говорит, меня сделай обрезание, дочку свою тоже сделай. Что за чушь она несет вообще-то? В исламе нету. Что пророк Мусалам есть достоверный хадис, он говорит, если кто что-то говорит или делает, я не сказал, я не делал, это его место будет, и сообщит это ложью от моих слов, это его место будет, это нахождение в ад. Да, да. Ой, извините.